ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинский отдел Следственного комитета подвел итоги работы за прошедший год. В 2018-м следователи ведомства закончили 215 дел. Из них 68 тяжкие и особо тяжкие преступления. В аналогичном периоде 2017 года таких было 89 из 220 расследованных. Таким образом, можно зафиксировать незначительный спад преступности на территории муниципалитета. При этом незначительно выросло число преступлений против личности. В 2018 году отмечается незначительное увеличение зарегистрированных убийств. То есть всего зарегистрировано 12 таких случаев, в аналогичном периоде прошлого года было 10. Причинение тяжкого вреда здоровью на том же самом осталось уровне 4. В 2018 году, аналогичный период прошлого года тоже 4. Произошел небольшой рост половых преступлений, всего на одно преступление. Аналогичный период прошлого года был 16, в 2018 году 17. В основном все преступления раскрыты по горячим следам. Некоторые расследования еще продолжаются. Так, в декабре минувшего года на вышедшего покурить ухтинца было совершено нападение. Мужчине воткнули в череп металлическую кочергу. Один из подозреваемых задержан. Следователи продолжают работать и над резонансным делом об убийстве Анастасии Щетининой. Напомним, в ее исчезновении подозревают бывшего супруга. Тело женщины так и не найдено. Дело в настоящее время расследуется. По нему назначены все экспертизы, какие возможно, какие-то обсуждаем с отделом криминалистики. Соответственно, экспертизы как подойдут, будем уже определяться, смотреть. Поисковые, если дело не успеем закончить, то поисковые еще дополнительно проведем. Но это опять же май где-то, наверное, апрель месяц. Может быть и что-то подумаем, может быть и раньше что-то проведем. Но пока эти вопросы все согласовываются. Продолжается работа и над делом о действиях сексуального характера против несовершеннолетних. Подозреваемый был задержан осенью. Его жертвами стали 5 мальчиков. Вменяемость мужчины пока не доказана. Теперь он проходит психиатрическую экспертизу в Московском институте Сербского. В целом, в отношении несовершеннолетних было зарегистрировано 27 преступлений. Тут тоже зафиксирован спад. В 2017 году таких было 35. Больше всего радует статистика по несовершеннолетним преступникам. Подростки стали фигурировать в делах как подозреваемые в 3 раза меньше. 10 дел против 30. Именно составы, которые относятся к компетенции Следственного комитета, это тяжкие, особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними, декриминализации никаких не было. Я так думаю, что все-таки какая-то профилактическая работа ведется сотрудниками ОПДН, МВД, КПДН ведется профилактическая работа. Много уголовных дел было в предыдущие годы, если отметить 15, 16, 17, мы тоже заканчивали очень много дел. Если взять 2 года назад, если помните, то по наркотическим уголовным делам сколько было направлено уголовных дел в суд, и где реальные сроки получали несовершеннолетние. Также следователи отмечают улучшения в сфере противодействия коррупции. В 2018 году завершили 3 резонансных дела против взяточников. Главврача роддома, заместителя главврача горбольницы и директора бассейна «Юность». Всем им дали реальный срок – от 2,5 до 7 лет. Также сейчас в суд направлено 12 уголовных дел о невыплате зарплат. В большинстве случаев пострадавшим ущербы уже возмещены.